Казахстан, Алматы. Здесь находятся десятки девушек из Кыргызстана, увлеченных спутникостроением. В течение нескольких дней они будут активно готовиться к запуску небольшого спутника. Кроме кыргызстанок, здесь есть девушки из Казахстана и Узбекистана, всего 150 девушек. Все они вовлечены в строительство спутников. Вот уже приехал наш автобус. Тут сидят девочки как Казахстана, Кыргызстана, так и Узбекистана. Сейчас он отвезет нас в университет Аль-Фараби, и сейчас я познакомлюсь с нашими девочками. Вот тут Кыргызстан весь, ряд, вот, с огромным количеством людей, весело, и привыкаешь. А еще тут очень красиво. Уроки спутникостроения проходят в Алматинском университете имени Аль-Фараби. В марафоне по запуску спутника участвуют 14 девушек из Кыргызстана. Среди них студентки и старшеклассницы, которые хотят доказать, что девушки могут быть успешными технарями. О, чё? Аевай, На уроках учат проектированию космических аппаратов, дизайну, программированию и сборке. Для Бишкека эта затея не в новинку. Проект «Юнисат» или «Девушки в науке» работает уже полгода. Обучение проходит в Бишкекском техническом колледже. Видите здесь торчащие прутики? Короткий – это катод, а длинный – анод. Это башында кантип биз спутникти кура алабыз, кантип биз аны ошо стратосферага учура алабыз деген. Девочки сначала задавались вопросом, как вообще построить спутник, как запустить в стратосферу. Мы им объяснили, что это возможно, показываем на практике. «3D-модели наноспутников, а точнее их корпуса, распечатывают здесь же, на 3D-принтере. У казахстанских девушек уже имеется опыт успешного запуска наноспутника. Девушки из этой страны запустили первый спутник еще в 2017 году. В Кыргызстане же 4 года под менторством Кызжибек Батыркановой шла подготовка. Но в какой-то момент она была прервана из-за недостатка финансирования. Наш же план Кыргызской космической программы состоит в том, чтобы запуск состоялся с ракетоносителя или с Международной космической станции. Соответственно, это намного дороже. 1 килограмм отправки в космос стоит от $70 тысяч и выше. Соответственно, такие программы, как Юнисат, они являются отличной образовательной платформой для того, чтобы студенты, школьники могли ознакомиться с тем, как изготавливаются наноспутники. И я считаю, что эта программа, вот почему я тоже захотела в ней очень поучаствовать как лектор, как партнеры, наша программа, и также принять участие уже в Алматы, потому что я хотела посмотреть, какая образовательная база нужна, какая программа, вот как они обучают девушек. Очень еще мне понравились лаборатории, которые предоставлены здесь. Вес наноспутников не превышает 10 килограмм. Эти аппараты оснащают несколькими камерами. Датчики измеряют давление воздуха, показатели гравитации, света и составы газов. Данный спутник построили за час в герметичной комнате. После тщательного тестирования спутник готов к запуску. Завтра долгожданный старт. Раннее утро. Группа направляется в открытую местность, где будет запущен спутник. Оно находится в 100 километрах от Алматы. Некоторых девушек поддерживают и сопровождают родители. Непосредственно на самом месте, как говорится, космонавты отсюда взлетали,
здесь приземлялись как-то где-то рядом, да, так получается. Вот, и я думаю, мы, родители, всегда рады поддержать такие, участвовал в этом. Можно было бы и не приезжать нам, родителям, но я как художник хотел это все еще как-то запечатлеть в график. Дочь самаркандского художника Ахбара Фазылова Озода мечтает стать пилотом, а пока что она нарабатывает опыт. Сегодня она проверяла надежность парашюта. На данный момент мы сейчас готовим парашют для нашего наноспутника. Вот, он такого вот красного цвета. Завязываем нитки и стараемся завязать их достаточно крепко. Вот я сделала 2 раза, нам нужно 5 узлов минимум, а можно и больше, чтобы он не упал, не открылся для прочности. В Узбекистане запускали наноспутники, но группа девочек никогда не запускала, естественно. Если девочки начнут все больше понимать, что они все могут, что они тоже могут учиться в технических вузах, то эти стереотипы могут просто исчезнуть среди людей. Казахстанка Имджан Ашербек поделилась мнением о важности такого запуска. Спутник запускается девушками, и это доказывает то, что девушки могут заниматься техническими профессиями. Исторический день, так как множество девушек сегодня реализуют свои амбиции. Тарихи күн, себебі көптеген амбицияға толы қыздар осы жерде өзінің амбицияларын жүзеге асырып жатыр. В день запуска очень важны погодные условия. Ветер или дождь – угроза для небольшого летательного аппарата. Так как в кыргызском языке есть имя Илимзат, означает умную, образованную девушку, а также мы участвуем в программе ЮНИСАД. И соединив начало и конец программы, получился название Илимзат. Также другие участницы из Узбекистана назвали Сомсад, если я не ошибаюсь, и казахстанские девочки назвали Powersat, Power Girls и Dreamsat. Страшно, волнительно, вау, мы столько ждали этого момента. Мы пока ехали, я заставляла всех молиться, чтобы он взлетел. Погода была хорошая, надеюсь, все получится и все будет хорошо. Отпустите. Теперь разойдитесь. Разойдитесь. Теперь разойдитесь. Быстро, разойдитесь. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Илимсат поднялся высоко, до 3000 метров. После его приземления начались поиски. Нужно извлечь из него важную информацию. Спутник приземлился в 33 километрах от начальной локации. Все, давайте, 33 километра. Спутник достиг стратосферы и удачно приземлился. Поломок не обнаружено. Теперь его доставят в Кыргызстан. Такой же спутник запустили узбекистанки. Организаторы проекта намерены продолжить вовлекать девушек в науку и помогать в освоении космоса.
Спутник Илимсат добился поставленных целей. Он помог победить сомнения в себе и еще раз убедиться – девочки могут все. Канат Рыскулов, Айгерим Акылбекова, Бексултан Абибакирулу, Азаттык, Алматы.